Здравствуйте! В эфире Сибайского телевидения «Городские новости». Наш сегодняшний выпуск посвящен первому этапу юбилейных торжеств. День 14 августа выдался очень богатым на мероприятия. Но не будем забегать вперед, расскажем обо всем по порядку. Череда торжеств, посвященных празднованию 60-летнего юбилея Сибая, началась с осмотра новых социально значимых объектов делегации, в состав которой вошли почетные граждане города, ветераны и руководители предприятий, организаций и учреждений. Именно эти люди в свое время внесли ощутимый вклад в развитие и будущее Сибая, а потому они с легкостью судят о том, как изменилась малая родина спустя годы. В 1955 году родители нас привезли, я пошла в 1 класс, здесь на пенсию вышла, живу, внуки, дети. Небо и земля. Особенно в этом году это вообще красота. Молодцы. Все, наверное, вместе потрудились, начиная с главы администрации, кончая нами, пенсионерами. С каким настроением встречаете День города? Самым отменным, какой есть. Великолепно. Как вы считаете, вот у Сибая есть будущее какое? Ой, конечно, есть. Дай бог, чтобы наш комбинат работал и остальные предприятия. И тогда будет наш Сибай. В демонстрационный маршрут были включены новый торговый комплекс на площади, отстроенная мечеть в поселке Аркаим, детский сад в поселке Золото, Сибайский элеватор, площадка для мультиспорта в микрорайоне Восточный и главный социальный объект – детская художественная школа, где почетных гостей детвора встречала песнями и танцами. Очень много стало цветов в городе, стало чище в городе. Приезжают родственники ко мне со всех уголков Союза, говорят, у вас город стал вообще курортным значением. Прямо как курортный городок. Все радуются за нас. Ну а мы тем более. Для первых гостей нового учреждения дополнительного образования провели обзорную экскурсию, продемонстрировали все используемые новые технологии. Каждый из присутствующих оценил сооружение и техническую базу, уютные классы и современные компьютерные кабинеты. Вообще город преобразовался замечательно. Замечательно. Почему? Потому что вот только на примере вот этого кабинета, школа, художественная школа, можно заметить о том, что сильно изменился город. Завершился маршрут почетной делегации посещением первого открытого городского конкурса «Зауральский кумыс» и конно-спортивных скачек. Елена Афанасьевна, Ясмир Хайдаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В рамках первого этапа празднования Дня города было решено впервые провести открытый конкурс «Зауральский кумыс». Популяризация традиционного башкирского напитка должна поспособствовать возрождению народных промыслов, совершенствованию и повышению профессионального мастерства кумысоделов. Сегодня здесь собрались конкурсанты со всего башкирского Зауралья. Мы приехали издалека, с Хайбулинского района, и первое место даже не занять. Я, как главный зоотехник, их рекомендую, чтобы первое место заняли. Желаю, конечно, точнее. Хотелось бы. На конкурс все участники с районов приехали именно с таким настроем. Если у одних фермерские хозяйства большие, то у других, как, например, у конкурсантов с Хайбулы, поголовье лошадей составляет всего 49. Предприниматель Альбина Рогалева занимается разведением животных и кумысоделанием с 2008 года. Как получить полезный напиток и сохранить все его свойства, она знает и раскрывает свой секрет. Когда бочку коптишь, все стерильно, все. Когда бочку моешь через день, вот тогда кумыс вкусный. Ваш кумыс пользуется спросом? Да, спросим на юбилей, на свадьбы, на дни рождения, на все праздники. Зифа Исянова из села Юмашево Баймакского района постоянная участница всех республиканских конкурсов, связанных с кумысоделанием. Везде продукт ее ферм оценивался высоко. И на этот раз Зифа Акназаровна уверена, что без призового места не останется. Мы начали сперва с одной кабалы, и вот до тех пор около 40 голов есть приблизительно. Сколько кумыса получаете? Кумыс 40-50 литров дуем каждый день. Кумыс КФХ Байрамгулова реализуется в Сибае, а сама ферма находится в селе Туркменово. 350 голов. Такой табун приходится содержать. Справляются при помощи большинства сельчан. Производством своего национального продукта гордятся. В этом году я решила помочь брату и занялась кумысоделанием, как говорится, кумыс делаем. И спросом очень пользуются, увозят в Тюменскую область, увозят в Хабаровский край. Вот сегодня буквально в Чебоксары увезли, в Сочи увезли, в Крым, в Москву. Вообще пользуются. Особенно большой спрос по пятницам. Вот сейчас у нас же по обычаю же вот, свадьба, никак туда берут. Аяттарға вообще
спрос большой. Что касается Сибая, то на открытый конкурс «Зауральский кумыс» заявки на участие подали 7 фирм из нашего города. Это и индивидуальные предприниматели, и крупные предприятия, как «Элеватор» и Сибайский институт. Наше подсобное хозяйство называется студенческий учебный экспериментальный комплекс, где мы содержим кони поголовья. У нас насчитывается на сегодняшний день 84 головы взрослых, в том числе и молодняк. И приплод в этом году, мы, считай, получили 20 голов жеребят. Из них мы на сегодняшний день из кобыл, у нас есть дойные кобылы, насчитывается 20 голов, где мы надаем суточный удоем 25-30 до 50 литров, в зависимости от погоды. Кумыс мы в основном реализуем внутри института. То есть полностью обеспечиваем наш буфет. Всего в первом открытом городском конкурсе приняли участие 13 хозяйств из Сибая, Хайбулинского, Баймакского, Зилаирского, Абзелиловского и Буртянского районов республики. Они не только смогли поучаствовать в конкурсе, но и реализовали свою продукцию гостям праздника. Сам же конкурс проводился в 2 этапа. Первый – оценка теоретических знаний мастеров, второй – качество самого кумыса. Конкурсанты очень постарались. Не только кумыс представили, другие национальные продукты представили. Значит, колорит национальный здесь представлен очень обширно. В национальных одеждах исполняют, значит, на музыкальных инструментах старинные песни. У участников проверили знания технологии производства напитка и предъявляемые требования к качеству исходного сырья. Это касалось теоретических знаний, а вот дегустация кумыса проводилась опытными специалистами анонимно. В общей сложности, чтобы оценить конкурсные образцы, комиссии пришлось выпить порядка 5 литров традиционного башкирского напитка. Оценка кумыса производится по нескольким критериям. Цвет от белого до голубоватого, консистенция без хлопьев и осадков, а вкус в зависимости от ядрёности напитка, от сладкого до кислого. Я как абсолютный любитель поставила бы всем участникам наивысший балл. Очень вкусно. Для того, чтобы выбрать лучшего из лучших, жюри потратило более 2 часов, после чего места распределились следующим образом. Третьими в конкурсе «Зауральский кумыс» стало хозяйство Абдулова из Зилаирского района, вторым – предприниматель Каримов из Сибая, первым – общество с ограниченной ответственностью «Сибайский элеватор». Ну а гран-при конкурса завоевала ООО «Союз» из Баймакского района. По признанию жюри, все образцы были конкурентоспособны, но большинство участников подвело отсутствие сертификата и требуемое оформление. Что ж, начало возрождению народного промысла и популяризации любимого всеми напитка положено. Организаторы пообещали сделать этот конкурс ежегодным. Не успел завершиться конкурс кумыса, как тут же праздничные мероприятия продолжились стартом соревнований по конным скачкам. Именно данные состязания в нашем городе проводятся уже в 3-й раз и ежегодно собирают все больше зрителей и ярых болельщиков. Несколько десятков участников готовились к скачкам на протяжении года, впрочем, как и организаторы, которые умудрились в кратчайшие сроки привести все в надлежащий вид. Непосредственно подготовка уже заранее, мы знали дату проведения. Конечно, дата на 1 день была перенесена, несмотря на это мы смогли полностью подготовить место проведения. Буквально где-то за целый месяц мы уже приступили к подготовке данного ипподрома. И я думаю, все у нас получилось. Поприветствовать зрителей, участников конкурса кумыса и конно-спортивных скачек вышел глава городского округа город Сибай Халид Сулейманов. Он отметил важность проведения подобных мероприятий, которые позволяют не только узнавать что-то новое, но и заводить знакомства и обмениваться опытом. Ко всему прочему, на таком большом спортивном празднике Халид Хамзович поздравил горожан с Днем физкультурника и со сцены вручил почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства молодежной политики и спорта республики и администрации Сибая, преподавателям учреждений, спортсменам и ветеранам спорта, внесшим значительный вклад в развитие молодежно-спортивной сферы в нашем городе. Тем временем судья соревнований по конным скачкам уже дал старт первому заезду на приз депутатов Совета городского округа. Это была самая короткая дистанция – 1400 метров. Всего по программе было предусмотрено 8 заездов на дистанциях 1600, 2000, 2400 метров, 6 и 8 километров. География участников заметно расширилась. Попробовать свои силы прибыли заводчики из Оренбургской, Челябинской областей, районов республики и городов Сибай, Баймак. Всего порядка 70 жеребцов вышли в этот день к линии старта. Елена Афанасьева, Ясмир Хайдаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Сегодня на одной из центральных улиц города развернулось настоящее представление. Умельцы и мастера Сибая подготовили для жителей грандиозную выставку, а перед колледжем искусств проходит концертная программа «Танцующий и поющий город».
Преподаватели художественных школ города провели мастер-классы по лепке из теста, нанесению рисунков на одежду, обучали желающих ставшему этим летом популярным плетению браслетов из резинок. Юные сибайцы охотно присоединялись к творчеству. Выставка ручных работ – еще одно подтверждение тому, что современное искусство многогранно, а жители Сибаи активно приобщаются к нему, создавая настоящие шедевры. Дипломные работы студентов колледжа искусств нашли в этот день своих почитателей. Горожане с особым интересом и удовольствием любовались картинами. Словом, умельцев и мастеров в нашем городе хватает, так же, как и талантов, обладающих хорошими хореографическими и вокальными данными. На площадке возле колледжа воспитанники детской музыкальной школы организовали праздничный концерт. Его открыла песня «Город мой», слова которой написаны журналистом Эдуардом Мустафиным. Город мой любимый, родной Сибай, сердце остается всегда с тобой. Я тебя люблю, я горжусь тобой, ты навеки в сердце, город мой. Я тебя люблю, я горжусь тобой, ты навеки в сердце, город мой. Зажигательные песни и танцы в исполнении юных дарований подарили сибайцам хорошее настроение и заряд положительных эмоций. Впрочем, любой городской праздник всегда богат на выступления как начинающих, так и профессиональных артистов. Настроение у меня замечательное, сегодня праздник, и погода хорошая, солнечная. А город, конечно, меняется, мне кажется, с каждым днем даже. Вот я как-то уезжала недавно, на 3 года приехала, вообще изменился город, прям видно. Какой-то он более современный становится, что ли, и поинтереснее уже гулять на улице Сибая. Ой, Сибай, ну прекрасно, прям меняется так хорошо, так нравится, столько цветов стало, просто душа радуется. И людей много так стало, молодежи много, детей много, колясок много, всего очень много. Мне очень нравится. Хотела, чтобы побольше рабочих мест это открыли, было, молодежь. Ну, все хорошего, чтобы люди радовались, жили, чтобы все шло, ну, как везде, чтобы краше, моложе, интересней, радостней. Пришли с хорошим настроением, переехали недавно с Кананикольска, работаем. Надеюсь, что жить будем здесь. И всего хорошего всем, хороший праздник, погода прекрасная, всего хорошего. В это же время у торгового комплекса «Аструм» проходила благотворительная акция «Помоги собраться в школу», организованная для детей с ограниченными физическими возможностями здоровья. Руководство комплекса накануне нового учебного года вручило обществу инвалидов подарок. А выступление всеми любимых певцов нашего города Олега Андрианова, Романа Бекулова, Забира Бекбулатова сибайцы восприняли на ура. Ты сказка в моей жизни. Моей жизни сонная, я для тебя живу. Помочь ребенку в этот день мог любой желающий. Перед торговым комплексом были установлены специальные ящики, в которые неравнодушные жители Сибая делали пожертвования для нуждающихся. Благо, добродушных оказалось немало. В конце благотворительной акции все собранные денежные средства были переданы председателю общества инвалидов Минде Латиповой. Свои приятные подарки детворе сделали и предприниматели Байтурины. Мне очень приятно, что про нас не забывают, оказывают такое внимание. Вот такие благотворительные акции проводят в честь детишек. Одни в этом году в первый раз переступят через порог школы, другие уже перейдут в 5 класс. И у каждого из них есть свои детские мечты и желания. Осуществить их в силах лишь взрослым, благодаря подобным акциям, присоединиться к которым может любой желающий. Компания «Аструм», наверное, со своих первых дней создания торгового комплекса всегда была инициатором создания уличных школьных базаров и, соответственно, приурочивали всегда помощью детям-инвалидам, каким-то малоимущим семьям. Это уже, наверное, более 10 лет. «Я славлю мой Сибай» – так называлась праздничная развлекательная программа для детей, проходившая у гостиничного комплекса «Евразия». Студия праздника «Тутти-фрутти» подготовила для детей конкурсы, игры. Словом, юные сибайцы в этот день не остались без внимания. Погода сегодня вообще как будто бы, как говорится, специально по заказу. Я пришла со своим сыном на мероприятие, которое посвятили Дню города. Вообще, как бы,
хотела спасибо сказать, что начали организовывать такие праздники для детей. Молодцы. Будем надеяться, что с каждым годом будет лучше и лучше. Настроение очень хорошее, праздник нам нравится, мы вот с детьми пришли. Радуемся, танцуем, поем, все хорошо. Мы пришли сюда, чтобы дети веселились и не плакали. Короче, чтобы всем было весело. Днем города! Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ. Веселые песни, зажигательные танцы, увлекательные конкурсы, море разноцветных шаров и детских улыбок. В таких декорациях проходит праздничная программа для детей под названием «Я люблю Сибай». Любой праздник – это прежде всего радость для детей и их родителей. Вот и в день рождения Сибая в парке культуры и отдыха маленьких горожан ожидала концертно-развлекательная программа, собравшая за короткое время большую и, на удивление, разновозрастную аудиторию. Поднять настроение всем присутствующим оказалось довольно просто. Шоумен Наиль Сарлыбаев стал главным аниматором гостей. У нас хорошее, праздничное. Ваше пожелание в будущем? Пожелание дальше также развиваться, чтобы он становился таким же красивым, цветущим, процветающим городом, чтобы наши дети продолжали здесь жить. Поздравляю всех наших горожан с праздником, днем нашего города. Желаю всем счастья, здоровья и всего самого хорошего. С отличным настроением, естественно. Рады за 60-летний юбилей нашего города. Мой город для меня родной, хоть я и родилась в Уфе и жила там до 7 лет, но я здесь росла, училась, работаю, поэтому любимый город красивый, уютный, маленький, его можно обойти пешком, за это я его люблю. Город Сибай, правда, преобразился, я хоть и сам не местный, но живу здесь, учился. И город очень нравится, по сравнению, даже выезжаем в другие города, все равно возвращаешься, приятно, родной город. Как и на любом детском празднике, мальчишки и девчонки начинают неожиданно превращаться в отважных супергероев – котят, тигрят и бабочек. И все это благодаря аквагриму, который в этот день детворя делали абсолютно бесплатно. Яркий и насыщенный праздник запомнится не только ребятам, но и молодой семье Сагадеевых. Именно в этот день они зарегистрировали свой брак. Дата была выбрана не случайно. Молодожены решили создать семью непосредственно во время празднования 60-летия своего родного города. Во-первых, наш город процветает, развивается, мне очень нравится. Я люблю наш город Сибай и желаю ему только просветления, идти только вперед. Также для горожан и гостей города была организована выставка детского прикладного искусства. Все желающие могли полюбоваться подделками и изделиями, сделанными руками детей. Яркие разноцветные флажки, веселая музыка, счастливые лица маленьких горожан. Без сомнения, праздник удался. Завершились народные гуляния масштабными танцевальным флешмобом в индийском стиле. Альфия Расулева, Нияз Мирхайдаров, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте телекомпания СТВ Сибай и смотрите новости на официальном сайте sibaytv.ru. А я, Наиля Ахмеджина, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.